Работа, конечно, тяжелая, оплата тоже как бы не фонтан. Кто-то же должен эту работу все равно делать. Не каждый может быть начальником. Если каждый будет начальником, кто будет возить тогда фекалии? Допустим, вот этот адрес у меня, он стоит на проточке, он как бы держится, я его поддерживаю постоянно. Каждый день я его включаю. По 6 рейсов я отсюда делаю, то есть 60 кубов я отсюда вытаскиваю по-любому. Вот цепи проходит. А где он вытек? А где? А, вон он же вытек, ага. Вот он вытек. Все, у нас есть 8 минут. А вот у нас установлена трубка, которая, собственно, и будет выкачивать жидкие бытовые отходы, нечистоты. Запах, конечно, не очень, но что поделать. Значит, это у нас вот этот дом получается, да? Получается, делили на 13. Квартирный дом, да. То есть он получается в центральной... Канализации нет. Канализации нет. Вот он стоит вообще. Так каждый день, да? Каждый день, да. У меня таких два адреса. То, что она сейчас вытекла, меня вчера просто с этого адреса сняли. Потому что на втором адресе у меня такая же беда, там тоже проточка стоит. А сколько примерно в день вот таких рейсов? 9, бывает 12. А вот сейчас какой у нас рейс по счету? Ну это уже у меня третий. Потому что еще пока вас не было, я уже приезжал. Это зимой. Это зимой, да. А вот сейчас по весне начнется, вот это талые воды пойдут, лужи. И мы будем опять же разрываться. То там, то здесь. Вы будете качать сетки. Да, то там, то здесь. И вообще там будет просто кошмар. Так, по несколько раз. Работа, в принципе, заключается в том, чтобы не было разлива жидких бытовых отходов вот этих. Да, ну, получается у нас адреса такие, то что ну, ты никак не разорвешься на два адреса сразу. Потому что вот куда ни приедь, вот везде вот такая беда. Не успеваешь, просто не успеваешь, потому что кто-то же должен эту работу все равно делать. Не каждый может быть начальником. Если каждый будет начальником, кто будет возить тогда фекалии? А так вообще вас как устраивает вообще сама динамика работы сам? Да. Сама вот специфика работы. Чем Ну все устраивает, как бы, в принципе, работа. Как сказать-то, я даже не знаю. Работа, конечно, тяжелая. Ну, как бы, соответственно, оплата тоже как бы не фонтан. Ну, так скажем. Платят, но хотелось бы больше. Ну, а так, в принципе, что меня устраивает. Я до этого работал 8 лет на самосвале. Ну, как бы на самосвале это как такси. Сегодня есть, завтра нет. А тут постоянно есть. Тут постоянно есть что делать. имеете в виду здесь постоянно еще делать? Да, ну на фекалке вот постоянно есть работа всегда. Фекал. Или там Летом тоже есть работа всегда. Вот кому-то лужу откачать, кому-то что-то еще там. Ну как бы не кому-то, а именно вот наша, от нашей организации, вот адреса вот нам дают и все. У нас и зимой, и летом работа постоянно идет. Привыкаешь. Первые дня 3, конечно, да. Это вот надо привыкать. Ну потому что, извините меня, это все-таки, ну вы поняли. ну, я на самом деле, я к запахам довольно. Ну я вот как бы тоже нормально отношусь, но первое время я тоже привыкал, потому что даже вот после смены первое время домой приходила, ну знаете, как будто
как будто ты весь этим пропитан, там, в душ, там, лес, там, мылся, все. Ну, после работы ты все равно в душ лезешь, а тут как будто прям все на тебе, вот. А потом ничего, привык, нормально. Гордость за профессию. Ну, а чем тут гордиться-то, я не знаю. А что? Работаешь, да работаешь. Там типа люди, которые говорят, я там авиатор, мы там авиация. А, не знаю, люди, которые работают какие-нибудь трудяги, там, не знаю, которые строители, наверное, мы строим дома, там. А у вас какая-то есть своя профессиональная? Ну, гордость, конечно, все-таки есть. Почему? Потому что ну, пашем мы без выходных. Вот. Мы работаем, работаем и работаем. То есть конкретно. Ну и плоды своего труда вы все-таки ощущаете. Ну да, да. Не без этого, конечно. Ну хорошо, вот у меня тогда встречный вопрос. А давайте мы тогда все встанем, и когда паводок начнется, вот тогда мы посмотрим, как вы запоете. Ну, у нас же, да, у нас про вас активно вспоминают, ну, горожане. Активно. Те, кто на щепниках, тоже, наверное, вас хорошо знают. Ну, я не знаю, кто-то нас винит там в чем-то, кто-то нормально относится, как ну, с пониманием. Сейчас мы сливаем, значит, объясняем людям, да, сливаем эти нечистоты, которыми мы загрузились. Вот так вот мы мучаемся здесь. Это у нас слив. Сливная станция. Нечистоты. То есть проблема в чем? В том, что... Сними, он смотри, блядь, бочки спиздит сейчас. Полез, блядь. А что он там делает, кстати? Ну это подпольник просто кого-то, но они тут балабы. Надо было просто повыше асфальт, да, поднять. И работали, ничего не колотили. И получается все сюда заходит, да? Да, вот она сейчас выливаться будет. Ну вон под машинами-то посмотри. Ага. Но это сейчас оно весной подтает, да? И вообще выйти невозможно будет. А. Видишь, хули, все говно воняет, хотим знать. А, то есть сейчас-то еще нормально, да? Мы сейчас стоим. Сейчас-то еще да, нормально, а вот таять начнет. Ну это же все говно это. То есть мы сейчас стоим Да. на говне замерзшем, да? Вот, мы стоим на замерзшем говне. Сейчас эта проблему сильно не представляет. Проблема начнется, потеплеет. А как вы тогда справляетесь, когда вот потеплеет? Стараемся не выходить с кабины. Ну а если вышел, то надо. А кто так проектировал? Кто так проектировал, что вот она вот именно в таком замерзшем, ну, выше находится, истекает? То есть, примерно когда вы в апреле, да, уже невозможно. Да нет, раньше, как подтайка начинается. Как солнышко светит. И вот вы прям выходите, здесь все, вонь страшная, да? Страшная вонь. А надо было как сделать? Надо было, ну, чтобы сток был такой, да? Естественный такой. Ну вот, понятно теперь. Да, с этой стороны заезжаю, как бы я его здесь не бью, потому что льдом все поросло, поэтому спокойно. Ага. Ну, всех всегда. То есть проблема просто подъехать даже. Да. Скатиться можно. Ну вот с той стороны. Так, если разобраться, второй сливной станции просто не хватает ее. Допустим, на том же Покровском тракте. Была бы вторая станция, было бы полегче. А так все сюда приходится. С Покровского тракта, с Билибина, с ДСК, все же сюда тащится. Это же все время, опять же. А как вас устраивает зарплата? Устраивает, но мало. А если не секрет, сколько вы получаете? По-разному всегда. Всегда по-разному. То есть это средняя зарплата по году?
Ну, я не знаю, как это из средней. Какая у нас сейчас средняя зарплата? Вообще официально считается, что там 60 тысяч. Ну нету их. Ну нет. Нету. Даже 50 нет. А Кто эту официальную зарплату высчитывает, я вообще не знаю. Зарплату не задерживают. Ну, как бы могут там задержать на день, на два, там, по каким-то причинам. Ну, как бы такое, что прям задержка, чтобы там была, такого нету. Раньше было, сейчас нету. Вот сейчас директор новая пришла, вот сейчас более-менее стала она вот, ну, как бы, ну то есть получается, что вот этот вот новый директор белорус, да, более-менее порядок стал, понимаете? а в чем именно было раньше? Я всех нюансов не буду рассказывать, как бы. Ну, вот в зарплате нюансы были раньше. То есть один месяц я могу получить там 40 тысяч, другой месяц я могу получить 20 тысяч. Хотя работал я одинаково оба месяца. Вот так было, как бы. Ну, как бы непонятки постоянно. Мы бегали, ругались постоянно за эту зарплату. У нас как день зарплаты, так на базе сразу кипиш. И сейчас вот более-менее стало, как бы. Вот она пришла, как бы потихоньку поднимает. Ну, все нормально. Терпимо. Ну, вы чувствуете уважение к своей профессии со стороны? Ну как, в основном приколы. Например, какие? Ну то, что там говно возишь там туда-сюда. Ну такие, знаете, ну там с друзьями там. Друзья так говорят основном. Получается, предприятие выносит только фекалки. Ну не только фекалки, конечно, там еще у нас есть. То есть фикальщики, они по сути пополняют, Да, ну пополняет, да, получается, бюджет организации. потому что именно вы везете заказом, который потом... Да, мы не стоим, мы работаем, постоянно работаем. У нас машина гаража практически не видит. Она постоянно работает. То есть я вот сейчас отработаю, у меня напарник утром придет, сядет и поедет. Завтра опять я так же. То есть, ну, машина у нас работает, без конца работает.